все-таки клевая фишка, Алсу. Вот с высоты второго этажа автобуса даже знакомый до последней трещины город, да, можно увидеть новыми глазами. Казалось бы, да, Руслан, такая мелочь, двухэтажный автобус. Ну, какая разница, на чем передвигаться, а сколько эмоций? Так в этом же и есть смысл туризма, в эмоциях, впечатлениях, которые получает человек. Ведь не только дьявол кроется в деталях, но и хорошее, прогресс, позитив. Хорошо, если это понятно и ясно, как белый день, то почему мы до сих пор не сидим на мешках с деньгами от турпотока в Башкирию? Ну, про мешки с деньгами это хорошо. Давай в 1001 раз поговорим о том, почему при таком уникальном туристическом потенциале, да, мы с таким трудом двигаемся вперед. Давай поговорим. У нас климата туристического нету. За 2 часа умудрились 4 медведей встретить. Проблема в катастрофическом дефиците инфраструктуры. Про туалет, вот извините, я вообще даже не буду говорить, потому что это... Только государство должно вкладываться в базовую инфраструктуру. На самом деле это очень высокодоходный бизнес. Я должна вот там заплатить, вот тут заплатить. В чем главная идеология туризма? Получение эмоций. Неожиданный бонус к лету, аномально жаркая погода мая дала возможность туристам досрочно испытать на прочность подготовку самых популярных мест отдыха на природе в Башкирии. Казалось бы, уроки пандемии должны были быть выучены. Все помнят, как из-за коронавируса берег Турецкий был вынужденно обменен на родной. С наплывом отдыхающих природные парки справлялись тяжело. Что изменилось в этом году? Посмотрим, обсудим. На озере Аслыкуль пока немноголюдно, да и, честно говоря, погода не особо радует. Я вот сейчас водичку потрогал, но для меня она прохладненькая. Хотя, как видно, несколько человек все-таки докупается. Официально здесь пляжи откроются 15 числа. И, кстати, туристам за отдых придется раскошелиться и выложить 250 рублей за одного человека. Самое большое озеро Башкирии Аслыкуль – место притяжения для пляжного отдыха сегодня под экологической угрозой, считают общественники. Мусор и сельхозудобрения, отсутствие обильных дождей вкупе с другими факторами привели к обмелению и даже заболачиванию озера. Вот когда-то этот камень наполовину находился в воде. Вот чтобы до него дойти, надо было по колено засучить штаны, мы на него залазили и с него рыбачили. Вот сейчас он, видите, где-то метра 2, наверное, вода ушла ниже. Озеро не бесхозное, у него статус природного парка и дирекция. Именно она должна заботиться о сохранении природы, в том числе от жизнедеятельности туристов. Уже с начала мая здесь открыли неофициальный купальный сезон. Из-за пандемии количество отдыхающих выросло еще в прошлом году. Но, кажется, территории подготовить к этому лету все равно не успели. Когда я приезжал сюда, я смотрел в интернете информацию о том, что есть. Ее очень мало. Добавить информацию в интернете, и было бы неплохо организованную стоянку, было бы неплохо более организованные кемпинги. Статус особо охраняемой природной территории в Башкирии имеют 5 мест. Это Аслыкуль, Кандрыкуль, Мурадымовское ущелье, Иремель и Зелим. По российскому закону посещение этих территорий платный. Цена входного билета 250 рублей. Деньги должны пойти на уборку и благоустройство парков. Вот знаете, вот некоторые люди, да, приедешь, да, вот мусорят, везде накидают, и фантики, дети. Вот сейчас же дети тоже, вот это все от родителей же зависит. Не воспитывают своих детей. Покушал конфетку, кинул там, сям. Чересчур это будет лишняя плата, вот это вот. То есть вы не готовы? Нет, я нет. Отдыхающие замечают, что платная только небольшая часть парка. Там есть туалеты и урны. Вся остальная территория доступна бесплатно и без удобств. Понятное дело, сегодня вот регулировать количество людей в Аслыкуле, в Кандрыкуле, но физически это невозможно. Это очень много въездов и на территорию этого парка с разных сторон. То есть вот о чем вы говорите, огородить, сделать один вход, ну и не получится, но это и неправильно, наверное. На плохую инфраструктуру или на ее отсутствие туристы жалуются не только возле водоемов, но и в горах. Вот такую картину на ЖД-платформе «Айгир» застала уфимка Вика Богушевская вместе со своими гостями из Тюмени. Они взошли на знаменитую гору Айгир, а спустившись с нее, еле уехали со станции. И вот подъезжает ко времени электричка. Ну, больше всего возмутило то, что это был один вагон. Нас внесло в этот вагон толпой. Там были и животные, и дети, и взрослые, и рюкзаки, и все. И вот мы ехали, ну, буквально вот так, нос к носу. Ну, боюсь, что у меня не будет достаточно красивых русских слов, чтобы описать вот эту электричку, на которой мы ехали обратно. Даже на Уфу. На Уфу. Про туалет, вот, извините, я вообще даже не буду говорить, потому что это
Это даже неприлично. Не только с живописной природой интересен Башкортостан. Туристов привлекает история, традиции, интересные события. Кто-то любит просто гастрономические или этнографические туры. Наша республика уникальна по своему туристическому потенциалу. Природа и памятные места у нас на зависть остальным, но упаковка и сервис пока еще оставляют желать лучшего. Между тем, отдых – дело серьезное, и это не только наши доходы, но и лицо. Как обстоят дела с реализацией этого потенциала, как у нас встречают гостей, как на них зарабатывают и как сделать так, чтобы туристы были довольны и природа цела. Эти и другие интересные вопросы обсуждаем сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Артур Идальбаев, общественный деятель, предприниматель в сфере туризма и активный блогер, да? Блогер с недавних пор, тиктокер-миллионер. Я правильно, да, говорю? Да. Светлана Лобанова, тележурналист, автор телевизионного проекта о путешествиях с детьми по родной Башкирии. И Сергей Минигулов, президент Федерации авиации общего назначения России. Для меня просто летчик, и это выше всяких официальных званий. И руководитель аэродромного комплекса малой авиации Первушина. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Мы говорим сегодня о теме близкой, родной для всех нас, без исключения. Мы все любим родную республику, все желаем ей счастья, добра и процветания. Артур, как ты считаешь, вот наш туристический потенциал нашего региона, Башкирии, насколько вот полно он используется? Меньше 5%, я так думаю. Меньше 5%? Меньше 5%. Можно более развернутый ответ? Пример. Иремель на сегодняшний день посещает 23 тысячи человек. 23-25 в год. Иремель у нас природно особо охраняемая территория. Да, но в Канаде тоже есть особо охраняемые территории. Но туристические автобусы туда имеют подъезды, имеют стоянки. Там есть... обычные машины нет, но туристические – да. Там есть места, где продаются сувениры, там есть кафешки и так далее. На сегодняшний день я могу себе позволить залезть на Иремель. Но моя мама не может. Ей 73 года. Вот. Но если бы там были условия, что и ее возраста люди могут, то есть любой человек, независимо от физического состояния, мог бы туда забраться, то туда бы в год приходило 500 тысяч человек, как минимум 500 тысяч человек. То есть и 500 тысяч человек не просто забиралось бы туда, там бы мусорили и оставляли различные гадости, ни копейки денег не оставляя в туристическую инфраструктуру республики, да, эти 500 тысяч человек оставляли бы там деньги. Кстати, то есть проблема в катастрофическом дефиците инфраструктуры. Естественно. Вот в поддержку Иремеля хочу сказать, мы сняли с проектом «Посмотрим» 18 программ. Иремель входит в топ-5 туристических маршрутов в Башкирии, но мы туда с детьми не поехали. Именно потому, что мы не рискнули просто. Мы понимали, что там у подножья нам, наверное, с детьми будет сложно и программу снять, да, и организовать их отдых, потому что, окей, взрослые ушли на гору, у нас же по проекту мама с папой разделяются, окей, муж ушел туда, а чем я буду заниматься с детьми? Просто Светлана, сколько лет мы об этом говорим, но все сливки снимает челябинская сторона. Сергей, это по Иремелю, это действительно так. Вы развиваете здесь, в Башкирии, больше представляете такой туризм с точки зрения авиации. Вот как вам видится сверху? Ну, давайте сначала я расскажу, то есть как вообще авиация задействована в туризме. Это очень просто. Всего 4 направления авиационной деятельности. Первое – это доставка туристов большими рейсовыми самолетами. Когда люди могут путешествовать, там, не знаю, прилететь из Казани, там, не знаю, в Уфу, в Москву или наоборот, рейсовым самолетом и дальше уже разойтись по музеям и обратно вернуться. Это первая история. Доставка их сюда. Доставка. Вторая история авиационная – это когда мы, пилоты-путешественники, летаем по всей стране и посещаем, это такое модное слово, точки туристической дестинации. То есть это такое, скажем так, паломничество, привлечение. Ну, например, есть аэродромчик в Большом Болдино, где музей Пушкина, мы туда летаем. Да, есть аэродромчик, там Гугурские пещеры мы летаем. У нас есть аэродромчик, остался около пещеры Шульганташ еще со времен советского времени. Вообще по Башкирии 38 площадок у нас всего. Дальше. Это вторая история. Третья история, это когда приезжают туристы, и в месте какой-то там туристического паломничества оказывается какая-то авиационная услуга. Условно говоря, сверху посмотреть, как это выглядит. Это третья история. И четвертая – это мелкие региональные авиаперевозчики. То есть это небольшие самолеты, там 4-местные, 6-местные. Но таких перевозчиков у нас в стране нету, потому что у нас федеральный закон предъявляет требования что к Аэрофлоту,
что к маленькому перевозчику одинаковые. Поэтому у нас это не развивается. Сергей, личный вопрос. Ну, не то чтобы связанный с авиацией. Вот вы, у вас какое у самого любимое место в Башкирии, как в пешем порядке? Не сверху, а по земле? По земле я очень люблю Сибайские карьеры и пещеру Шульганташ. Я очень люблю. Я их видел в разных вариантах, во все времена года, сверху, снизу. Они мне очень нравятся. У меня там как-то, ну, это какая-то величественность. Мне там очень нравится находиться. Светлана, вы много снимали вместе с семьей из команды БСТ программу телевизионную. Что больше всего запомнилось? Впечатляет? Да. Ну, традиционно это, конечно, Шульганташ, но поскольку мы все-таки туда уже ехали с ожиданиями, да, вот, поэтому, ну, это как бы как в порядке вещей воспринималось. Вот. А до съемок программы я, в принципе, не знала Башкирию вообще, и дальше там Павловского водохранилища никуда не выезжала, именно по туристическим местам. Вот. И когда мы поехали с проектом, таких мест, на самом деле, очень много, которые меня впечатлили, да, но если вот выделить топ-5, это, наверное, Зелим, гора Мамбет, где, к сожалению, вообще нет условий для отдыха с детьми, но это просто потрясающая картинка, я очень рекомендую туда съездить. Мурадымовское ущелье, вот там было нам, в принципе, комфортно с детьми, очень удобно. Вот. Третье, мы ездили зимой в зимнюю Кагу, ходили в конный тур, катались на снегоходах. Там есть монастырь, к сожалению, тоже, который нуждается в реставрации, но он невероятно красивый. Вот это вот все в тандеме. Кага нас тоже очень впечатлила. Что еще? Пятый пункт. Пятый пункт. Сейчас будут драться какие-нибудь за пятый пункт. Хорошо, пока ты думаешь, Артур, но ты очень давно занимаешься туризмом, да, Зауралье твой дом родной. Вот тебе, наверное, будет сложно выбрать топ-5, но все-таки придется, давай. Да, я хотел тоже оговориться, что я люблю всю Башкирию, всю и запад, и север, и юг. Могу перечислить, наверное, несколько десятков дестинаций, которые я очень люблю. Но если говорить о топ-5, несомненно, я сейчас, наверное, где-то в диссонанс будет кем-то другим. Баймакский и Абзелиловский район. Это хребет Ирандек. На сегодняшний день он мало звучит в сводках туристических, да, но это наиболее красивейший и наиболее отображающий Башкирию место. Спасибо большое. Госкомитет по туризму Башкирии сейчас ведет активную работу по подготовке концепции развития туристической отрасли. Как она должна выглядеть? Давайте послушаем руководителя ведомства Эльмиру Туканову и других экспертов. Но, на мой взгляд, как профессионала отрасли, сегодня с учетом вот этих трендов, которые сформировались, а это в большей степени это самодеятельный туризм, чем туризм организованный, конечно, не хватает визит-центров. И мы сейчас вот работаем над концепцией создания визит-центров в Республике Башкортостан. Я считаю, что в каждом районе должен быть такой визит-центр, у которого есть экскурсоводы, у которого есть бесплатные карты путеводителей, есть маркированные маршруты, есть, значит, инструкторы, которые обеспечат безопасность туристов, путешествующих по их району. И, по сути, создание этих визит-центров не только в логистических комплексах, но и в районах, в каждом районе позволит туристам предоставлять качественную информацию, обеспечивать их безопасность и увеличивать их время пребывания на территории республики. Когда туристы видят, что услуги качественные, безопасные, им хочется остаться еще. Мировой опыт совершенно однозначно говорит об одном. А мы, в общем-то, на самом деле в роли догоняющих с точки зрения управления территориями природными, что только государство должно вкладываться в базовую инфраструктуру. Базовую инфраструктуру мы как раз говорим, это инженерные коммуникации, это в том числе какие-то зоны отдыха. Потому что как только мы запускаем бизнес, понятно, что это очень манкая тема, да? Давайте бизнес вложит сюда деньги. А у нас же нет, а у них есть. Бизнес начинает все равно пытаться диктовать свои условия, пытается лоббировать изменения природоохранного законодательства и так далее. В этом нет вины бизнеса, это законы экономики, это законы рынка. Поэтому только государство должно жестко и неуклонно управлять этими территориями, и в базовую инфраструктуру должно вкладываться государство. Не часто ли мы говорим про стратегии
развития туристического направления в Башкирии, ну, получается, больше говорим, меньше делаем, потому что каждый, кто приходит и возглавляет туристическое направление в Башкирии, говорит о том, что вот мы сейчас придумаем, и дальше мы будем делать. Вот о какой стратегии сейчас идет речь? Нет, на самом деле за 4 года, пока я занимаюсь профессиональным туризмом, первый раз профессионально и действительно на деле речь о выработке стратегии был затронут только этой весной. Вот. До этого не была, на моей памяти не проводилось. Но разговоров было много о необходимости разработки стратегии. О необходимости разработки, да. А вот именно подойти к тому, чтобы начать разрабатывать, провести сессии и так далее. Зачем она нужна, если всем уже понятно, без стратегических сессий, что нам нужно развивать? На самом деле непонятно. На самом деле, вот я считаю так, да, у меня каждые полгода мнение, но не то, что меняется, оно обогащается. Даже у меня, у человека, который, казалось бы, уже все знает, да. Вот. А я общаюсь с коллегами, у кого-то есть тоже свое мнение. Нет единого мнения на самом деле. Вот. И для этого мы собрали 3 сессии, не одну, 3, по 100 человек примерно в каждой сессии. В одном мы собрали только бизнес от туризма, во втором только государственных чиновников, которые имеют то или иное отношение к развитию туризма. Провели с ними целый день сессии, выбрав у них их мнение. Светлана, как ты видишь, нужна стратегия? Есть ли вообще какое-то Я, честно понимание? говоря, не углублялась, что именно обсуждают на стратегических сессиях, но лично мне не хватает упаковки и каких-то глубинных смыслов в этих упаковках, да. Например, если мы приезжали там куда-то вне зоны Wi-Fi, да, то мы обыгрывали это, что это глубинка, это зона ретрита, зона погружения в себя, зона медитации, да. То есть и упаковывали это в какой-то иной смысл, да, хотя по факту, конечно, там... Ну, давай уточним, Света. Вы приезжали туда как туристы или вы занимались этим как бизнесом и кому-то продавали эту упаковку? Ну, нет. Это две большие разницы на самом деле. Мы приезжали как туристы, но нам же нужно было упаковать это красиво в программу. В телевизионный формат. В телевизионный формат. В телевизионный мы сами формат. находили эти смыслы. Для привлечения потенциального там зрителя, да? Да. И мы сами находили эти смыслы, а как хотелось бы, если бы эти смыслы были уже вот... Они были уже, и вам не нужно было их придумывать. Да. Да. Сергей. Ну, потому Сергей, что вот у людей запрос спасибо. вот на Сергей, такие. чего тебе вот не хватает? У меня вообще все хватает, ребят. Вот у меня, смотрите, у меня Нужны есть, эти стратегические у меня есть сессии? самолет. Я захотел, полетел на самолете. У меня есть тяжелый мотоцикл. Я поехал на мотоцикле. Ребят, все, с ребенком? я скажу, и с ребенком все нормально. Вопрос какой? Все просто ждут быстрых изменений. Не бывает такого. Это не чудо. Вы знаете, мы в авиации все время говорим, что есть, говорит, там 2 слова: физика и чудо. Лучше знать физику, потому что для человека, не знающего физику, жизнь полна чудес. Поэтому вопрос не быстрых изменений, а постоянных. Вот да, у нас сейчас развивается, вообще мощно развивается придорожный сервис. Ну, посмотрите, что творится. Хороший... Он развивается благодаря государственной программе, конечно, в том числе. Конечно, поэтому туда вливаются серьезные средства. Я считаю, что вопрос, какая роль государства, вообще, в принципе, некорректный. Почему? Потому что вообще государство, вот это, вы знаете, это еще, по-моему, по МакКоннеллу и Брю, то есть там факторы внутренней и внешней среды, да, там, кто там, клиенты, потребители, государство, посредники. То есть это вообще все в комплексе, оно без ничего, оно вообще не может, в принципе, существовать. Я считаю, это вообще вопрос какой-то... Условно, дорогу построить для определенного места может позволить себе только государство. Только государство. Да, нужно просто радоваться жизни. Вот не знаю, вот я лично человек, который абсолютно радуется жизни в абсолютно любой ситуации. Но мы не можем сейчас всех людей научить радоваться жизни. Пускай учатся. Я вам скажу честно, пускай учатся. Сергей, нам надо добиться, чтобы на Еремель прилетел не только ты на своем голубом вертолете, да, но и 500 тысяч туристов, понимаешь? А это можно сделать только сделав там инфраструктуру с помощью Если мы будем меньше в негативе писать, что на Еремеле 2 бабушки, а на дорогах давайте мы с этого начнем. Давайте мы начнем со слова, которое называется информационный шум.
давайте больше будем писать про какие-то положительные Я вещи. согласен с тем, что, конечно, это должен быть, больше должно быть позитива вообще в туризме. Вообще должно быть больше позитива. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Руслан, ну, конечно, любоваться природой и отдыхать на природе хорошо, но вот я люблю, допустим, путешествовать по городам, за событиями, смотреть. И вот этой информации по Башкирии не хватает. Слушай, я вот сколько последние лет 20, я помню, да, все говорят о какой-то стратегии, концепции, там, сайте туризма Башкирии, но его как не было, это не мешает людям отдыхать, где они хотят, и наслаждаться природой родной Башкирии. Давай вот тоже и об этом поговорим. Давай поговорим. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. У нас климата туристического нету. За 2 часа умудрились 4 медведей встретить. Проблема в катастрофическом дефиците инфраструктуры. На самом деле это очень высокодоходный бизнес. Я должна вот там заплатить, вот тут заплатить. В чем главная идеология туризма? Получение эмоций. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем тему внутреннего туризма в Башкирии. Нужна ли косметика естественной красоте нашей уникальной природы? Еще одно место притяжения отдыхающих – охраняемые природные территории. Например, национальный парк Башкирия. Ну, чтобы все понимали, о чем речь, это Нугуш. Как руководителям парка удается сохранять природу дикой и охранять ее от диких туристов? Давайте посмотрим, обсудим. Национальный парк Башкирии начинается с контрольно-пропускного пункта. Ведь чтобы попасть на его территорию, необходимо за символическую плату приобрести вот такое разрешение, которое нужно сохранять до конца отдыха. Ведь дальше дикарем пробраться вряд ли удастся. Нарушителей в круглосуточном режиме выявляют сотрудники государственной инспекции. Но среди желающих отдохнуть есть и такие, кто не готов раскошелиться. Вот этот мужчина на автомобиле стоимостью более 1 000 000 рублей сильно удивился платному входу и потребовал у сотрудников парка разъяснений по закону. Никакие документы его не убедили заплатить 150 рублей. Он развернулся и уехал. Буду я отдыхать, не буду я отдыхать, я еще не решила. Вот сейчас вечер заканчивается. Приехали на полчаса посидеть около воды. Я должна вот там заплатить, вот тут заплатить, до турбазы доехать, доплатить. Плата туристов за посещение – лишь малая часть бюджета национального парка Башкирия. Заповедник, а точнее его охрана и благоустройство, существует на федеральные гранты и финансирование по национальному проекту. За счет этих денег у туристов появились места комфортного отдыха, которые не мешают остальной дикой природе. Это специальные зоны для купания, рыбалки, отдыха и прогулки по живописным местам, как вот эта пешая экотропа Таллы. На протяжении 4 километров гиды расскажут и наглядно покажут про флору и фауну национального парка. Наша девушка с французом приехала и очень просила, чтобы мы показали ей медведя. И когда она нечаянно его встретила дважды на коротком отрезке, ну, наверное, вот это запоминается. Мы думали, что они никогда не появятся у нас больше в парке, а от них ничего, кроме слов благодарности, не было. А медведи реально, они за 2 часа умудрились 4 медведей встретить. Полюбоваться действенной красотой природы сюда едут со всей России. Благодаря национальному проекту «Экология» парк становится еще доступнее для экотуризма. Строятся все новые кемпинги, обновляются беседки, лестницы, появляются новые маршруты – пешие и водные. Экологический туризм классически начинается с возможности наблюдения за дикими животными в естественной среде обитания. Вот это вот константа. Для тех, кто любит природу, но не представляет ее без благ, существует множество турбаз около водоема, где можно снять номер, воспользоваться столовой или душем. По крайней мере, в округе, да, Башкирия – это одно из самых красивых мест. Тут мы заметили, что как бы обустроили получше. Это хорошо, что, ну, допустим, есть куда мусор выкинуть, куда там в туалет сходить. Это все надо, потому что я вообще путешествую как бы по России, да, и много мест таких загаженных. Но здесь очень чисто. В прошлом году национальный парк посетили 65 тысяч отдыхающих. В этом году в администрации наплыва туристов ждут еще больше. Насколько туризм, ребят, может быть рентабельным и доходным бизнесом? На самом деле это очень высокодоходный бизнес. Я вот чем больше в это влезаю, тем больше убеждаюсь. Мешает на самом деле этому не только, кстати говоря, отсутствие инфраструктуры. Мешает, в первую очередь, мешает этому, видимо, низкий образовательный уровень менеджеров от туризма. Тех людей, кто занимается туризмом. У нас не только продвижение на самом деле. То есть вообще менеджмент от организации дела. То есть как организовать туристический маршрут. Хорошо. Сергей, ты как считаешь?
Ну, я хочу сказать, что в сравнении, давайте лучше в сравнении. Смотрите, у нас в Российской Федерации вот частных пилотов, да, таких вот частных самолетов примерно около 7,5 тысяч. Я просто хочу там что сказать. У нас идеологии туризма с авиационной составляющей, без авиационной, там, с морской, сухопутной. Хоть с какой? Ее нету. Ее нету. Какой она должна быть? Это сейчас история моды. Идеология туризма, она в чем должна заключаться? Идеология туризма, Свет. Можно я? Сергей правильный вопрос. И должна ли она быть вообще? Да, должна быть. Затронул пример с Америкой. В Америке не просто модно, а как бы является хорошим тоном, когда прежде чем выехать за рубеж, человек должен объездить свою страну. То есть внутренний туризм там развит на уровне культа. А у нас было модно буквально и 5 лет назад, да, и даже 4 года назад. И сейчас я сижу в туристических чатах. До сих пор у нас турагентство болеет, вот когда же откроют границы там и так далее. Чтобы вести чартеры в Египет отдых и в Турцию, это только Египет, то есть туризм это только Египет и это только Турция. Потому что турагентствам финансово неинтересно продавать внутреннее направление. На самом деле, я объясню, это совершенно не так. Они просто вот подсели на вот эту иглу, когда наша экономика была неправильной, она была перевернутой, когда доллар был Вы знаете, неразмерно. я с вами не соглашусь в части, а что мы можем предложить взамен Турции с ее морем и солнцем, Египту с его морем и солнцем? Ведь нам тогда нужно что-то вдвойне больше и интереснее предлагать. И я тут соглашусь со Светой, что невыгодно продавать, потому что у нас нет моря и солнца. Ну, подождите. Во-первых, я могу здесь это возразить. Например, опять-таки, через авиацию. Вот гастрономический туризм – это бомба. Вот мы летаем друг к другу на самолетах. Мы, конечно, люди, ну, слава богу, самодостаточные. Мы летаем друг к другу в гости, что-то покушать, что-то поесть. Может, мы, конечно, как-то особенно живем, мы там какой-то небольшой процент, но мы живые люди. Мы это пропускаем через эмоцию. Мы летаем на событийные вещи. Вот сейчас, например, сейчас мы проводим с 20... Пришла мысль, да, в чем главная идеология туризма? Получение эмоций. Обмен эмоций. Туризм у нас бывает какой? Экологический. Этнографический, вот которым ты занимаешься, очень да? много, да. Гастро. Пляжи. Вы имеете в виду только пляжный туризм. Ну, в Вене тоже нет моря, но люди в Австрию едут, понимаете, да? А в Швейцарии тоже нет моря, люди едут в Швейцарию. Ну, едут туда для того, чтобы посмотреть, как другие люди живут. Я объясню. Просто у Алсу 2-й год подряд срывается отпуск и путевки к морю. Ну, на самом деле, Башкирия настолько уникальный регион, вот такой красоты, как в Башкирии, ну, может быть, только Алтайский край. Но он далеко, там еще хуже развита инфраструктура, и там плохая логистика. Но, к сожалению, в голове людей закрепилось, что отдых в Башкирии – это все-таки отдых для таких молодых туристов с рюкзаками, которые взяли там с собой снаряжение и пошли куда-то. Дикими туристами. Да, да, то есть нет у нас такой... Ну вот как сейчас Олег Чагадаев проходит весь Уральский хребет, у нас нет картинки перед глазами, и, собственно, вот наш проект, он был призван как раз-таки вот эту картинку перед глазами нарисовать, что можно взять ребенка, взять детей, отправиться куда-то, но... Мы же понимаем, что мы приезжаем на место, и там не будет детских площадок. Свет, хорошо. Не вот будет ты объездила аниматора. Вот какие у нас есть места, куда можно спокойно взять семью, посадить в машину, приехать и отдохнуть? Оставить деньги? Ну, смотря на что настроиться. Но это Павловка, Нугуш. Да, ну, это водоем. Это водоем. Абзелиловский район, да, нам очень понравилось. Мы снимали там эти синие скалы. Мы снимали Абзаково. А горы? Вот горы как раз-таки, Мурадым, Абзаково. Ну вот, да, Сергей? Много куда можно поехать, только с детьми неудобно. Вы знаете, у нас не хватает. Туризм, смотрите, это такая немножко вот такая вау. То есть, вот, например, у нас снимали «Вечный зов». Да? Я когда посмотрел фильм недавно, пересматривал, мне прямо захотелось туда приехать посмотреть. Но когда я залез туда через интернет, посмотрел, что там остался пустырь,
Это пустырь. Есть же специальное даже понятие, да, надо как это придать, называется? вот нужно придать некую такой хороший фантик нужно сделать, да. осмыслить, вспомнить, какие были события. Ну, вот, допустим, можно притянуть туда какую-то Сергей, вещи, которые проходили там. «Игра престолов», да? Там вот 300 лет назад. Места, памятники, где снимали знаменитый сериал «Игра престолов», там туристов битком именно потому, что они приезжают посмотреть место. Может быть, немножко придумать даже. Но мы на местах придумывали легенды, мы придумывали элементы какие-то. Мы приехали, например, в Нуримановский район. Я повела детей доить корову. Мы договорились в деревне, что просто с простой семьей пошли подоили корову. Это этнографический? Это агротуризм. И мы, естественно, подавали это как агротуризм, что вот и городские дети могут приехать посмотреть. Мои дети действительно первый раз в жизни видели вообще, как это происходит. И попили парного молока первый раз в жизни. Ну, это же прикольно. Это прикольно. А почему вот этого элемента не было в туристическом маршруте в каком-то? Мы Почему? Информация о туристических маршрутах и памятных местах – это отдельная тема. Она тоже больная, потому что информации категорически мало. Ну, в прошлом году, вы все помните, в Уфе начал курсировать двухместный красивый туристический автобус. Казалось бы, мелочь, но это хороший маркетинговый ход. Увидел, заинтересовался, втянулся в событийную жизнь города. Не только ведь природой богат регион. Что интересного этим летом будет происходить в Башкирии, куда сходить и на что посмотреть? Смотрите наш короткий обзор. Было несколько построек на территории Уфы. Самая популярная экскурсия Динары Веселовой по Уфе историческо-ознакомительная. Начинается с гостиного двора. А дальше по кругу. Куда ни шагни, везде достопримечательность. Экскурсии Динара проводит уже 9 лет. За последний год спрос увеличился. Просят очень разные, да, бывают экскурсии, просят и что-то связанное с мистикой. Просят экскурсии по Черниковке, потому что очень кому-то нравится архитектура сталинского времени, сталинский ампир, послевоенного периода. Часто просят экскурсии по местам музыкантов, и Уфу ассоциируют с местом рождения многих известных творческих личностей. Гости Динары из Подмосковья приехали в Уфу на выходные по специальным условиям, которые были разработаны Госкомитетом по туризму Башкирии. Сформировался тренд на покупку туров выходного дня, тем более, что в пакете, как правило, проживание, трансферы, авиабилеты. И средняя стоимость по России таких туров не дороже 12-15 тысяч рублей. Вот такие туры выходного дня в марте месяце совместно с туроператорами мы сформировали, выложили на ресурс на нашем сайте Terra Башкирия, на ресурс weekendrb.ru, и там все эти предложения есть. Этим летом поток туристов в Башкирию ожидают повышенный. В июне пройдет шоу каскадеров, в июле запланирована 6-я всемирная фольклориада с гостями 48 стран, чемпионат России WorldSkills. В августе первенство мира по спортивной борьбе и День тысячи музыкантов. Туристов привлекают и национальные праздники, такие как Сабантуй. Резюмируя наш сегодняшний разговор, да, у нас есть такое любимое выражение, там, свет в конце тоннеля. Во внутреннем туризме есть свет в конце тоннеля, он есть, безусловно, но как он далеко, Сергей? Еще раз, я вообще, смотрите, вот, например, у меня вот, возьмем аэродром, да, вот у меня там стоит условно административный комплекс кафе. Абсолютно бестолковое здание, потому что оно никогда не окупится, я в него постоянно, бесконечно вкладываю, никогда не рентабельное, но я понимаю, что если его там не будет, человеку негде посидеть, погреться и все прочее. Это абсолютно такая же история. Туризм – это маркетинговая история. Ну, это вообще как? Это лакмусовая карточка региона. Это визитная карточка. Визитная карточка. Если она есть, визитная карточка у республики, это лицо. Нет визитной карточки, это не лицо. Вот я в последнее время выступаю очень много и в Государственной Думе, и в Общественном Совете. И вопрос, который я все чаще употребляю в своем лексиконе последние 2 года, это слово называется климат. Вот климат, он может быть любой, туристический климат он может быть погодный, я не знаю какой. У нас климат, инвестиционный климат. У нас климата туристического нету. Он должен быть везде. У нас страна с холодным климатом. Но у нас же автобусы двухэтажные купили недавно. В широком понимании этого слова. Автобусы двухэтажные по городу Уфе пустили недавно, чтобы повысить туристический климат.
С 29 по 31 июля, вот мы сейчас проводим конгресс авиации общего назначения в Уфе, чтобы сюда слетелись частные пилоты. Мы тоже для создания климата. Да, конечно. У нас работает единственный туризм. авиационный учебный центр в России, который готовит на сверхлегкие самолеты. У меня сейчас вал просто курсантов всей страны. Мы создаем климат, потому что люди от нас учатся и разлетаются. У нас понастроили гостиницы для того, чтобы создать климат. Теперь осталось это все дело завернуть в хорошую правильную идеологию и все же понабраться разного мирового опыта. Почему разного? Например, в Испании весь туризм принадлежит государству. То есть они на это вообще просто не скупятся. Там огромные туда валиваются. Вы знаете, деньги. я для себя в свое время с удивлением узнал, что во Франции туризм находится на первой строчке по доходам. Туризм. Ну и в Испании также. И в Австрии также. Свет. Я думаю, что есть. Ну, у людей есть Его глаза. не может не быть, Его конечно, не может он не есть. быть. У людей есть глаза. Природа в Башкирии потрясающая. И вот с расцветом все-таки соцсетей это невозможно просто не заметить. Это видно, что люди едут в Башкирию. Люди хотят в Башкирию. Артур, ты уже о многом сказал. Я считаю, что света в конце туннеля... Резюмировать можешь то, что вышесказано уже было тобой же? Да, могу, но света в конце туннеля нет, и дай бог, чтобы он был не скоро, потому что, я еще раз говорю, да, мы используем только 5 и даже меньше процентов от возможностей, которые нам предоставила природа и месторасположение Башкирии, да, но у нас, это может быть и минус, но очень большой плюс, что у нас есть очень большой потенциал, куда развиваться, коллеги. И это здорово на самом деле. По сравнению со многими другими регионами, у которых такого потенциала мало, и свет в конце тоннеля для их планки может быть где-то вот-вот, а наш свет в конце тоннеля, он очень далеко, и мы до него будем еще расти, и каждый год наращивая свой потенциал, наращивая свою туристическую привлекательность. В любом случае, ты с оптимизмом смотришь в этот тоннель. Главное, чтобы откатов назад не было. Главное, чтобы этот свет в конце тоннеля не оказался фарами идущего навстречу поезда, да, как мы тоже любим говорить. Уважаемые гости, большое вам спасибо за интересные, предметные и, главное, честные разговоры. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Какой вывод сегодня в программе я сделала? Что нет у нас стратегии туристического развития, поэтому все так сложно. Опять стратегия. Вот мы рядом с домом музея Аль-Бана. только что открытым прекрасное место. Это новая точка на туристическом маршруте Уфы. Это правильный шаг в правильном направлении. В городе все это хорошо, но любой туристический маршрут можно испортить тем, что не поставить там туалет и урну. Слушай, любую стратегию наполняют люди. Я сегодня еще раз убедился, что люди, искренне переживающие за туризм, у нас есть. И в этом есть надежда. Проблески надежды есть, Руслан. Пойду посмотрю. Сходи, посмотри, убедись. Добро пожаловать, но мы вас особо не ждали. По такому парадоксальному принципу существует пока туристическая отрасль Башкирии. Природа и памятные места у нас на зависть остальным, но современному туристу требуется еще комфорт и сервис, и, туалеты. Едем мы на родину, и она нам нравится, потому что она красавица. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.